Здравствуйте! Вы смотрите программу «Якутия в деталях». Мой доктор, с вами Иван Луцкан. Почему практически все люди страдают плоскостопием? Какой высоты должен быть каблук? Почему детям до 3 лет полезно ходить дома босиком? Об этом и о многом другом мы сегодня решили поговорить с нашим гостем, врачом-ортопедом-травматологом Архипом Черкашиным. Добрый вечер, Архип Петрович. Здравствуйте. Первый вопрос, наверное, он такой общий, связанный в целом с вашей работой. Расскажите немного об основных направлениях деятельности травматологии и ортопедии. Травматология, ортопедия именно у нас детская, да, ориентируется на экстренную службу. Это получается, когда ребенок сразу же получает травму, да, первые часы, первые дни, тогда уже она считается как экстренная, да. Плановая — это уже ортопедическая. Это уже получается врожденные деформации, аномалии развития, и удаление металлов после операций экстренных. Вы работаете в республиканской больнице номер 1. Большая часть, понятно, что это дети в основном с экстренной патологией, но тем не менее, какой перечень заболеваний, с которыми обращаются родители непосредственно к вам, как травматологу-ортопеду у нас в республике? Именно плановая, да? Да, плановая и по экстренности, может быть, какие основные виды травм? По экстренной травме это получается травмы опорно-двигательного аппарата, это нижние конечности, верхние конечности, переломы костей таза, переломы позвоночника чаще всего встречаются, и обычные ушибы, растяжения. А по плановости? По плановости это получается гигромы, то есть это образования доброкачественные. Это у нас удаление металлов после экстренных операций, спицы, пластины, и так далее. А есть ли в вашей работе определенная сезонность? Весна, осень, летом. И делится ли эта сезонность по видам травм? Например, гололед весной или, например, поздней осенью приводит чаще к переломам, а летом больше травмы, где-то палкой воткнул, где-то еще что-то. Да, делится. Сезонность есть. Сейчас у нас весна, сезон гололеда, как вы сказали, да? Дети выходят на улицу, играют, каток и так далее, да? Чаще всего у нас получается сезон гололеда — это переломы позвоночника, компрессионные, переломы верхних конечностей, нижних конечностей, все смешано. Получается, во время сезона наплыв пациентов увеличивается почти вдвое. Например, сейчас у нас в течение суток мы примерно смотрим детей где-то 60-70 за день. Это в сезон гололеда. Поступает около примерно 10 детей за сутки в отделении. Из них где-то оперируем, по статистике, где-то 4-3 ребенка в сутки. А летом? Летом у нас тоже такая же ситуация, да? Тоже амбулаторно где-то 50-60, уже чуть поменьше, но там уже совсем другая категория травмы. А там какие травмы чаще всего? Пляжный сезон начинается, и чаще всего резаные раны. Бутылки, да? Там об камень режутся, поэтому. И еще эти самокатчики. Велосипедисты, самокатчики, они падают и то же самое, повреждают конечности. С учетом появления у нас с недавних пор активно самокатов, которые на прокат даются, электросамокаты, то там, соответственно, травм становится больше, еще и у подростков. Да, больше стало. Это ВУШ, которые, да, желтые самокаты. Очень много травм из-за этих самокатов. Столкновения, рваные, что именно? В основном переломы верхних конечностей. Они когда падают, да, дети с этих самокатов, руками опираются об асфальт. И поэтому ломаются кости в основном предплечья, мы называем лучетипичное месте. Такие операции чаще всего встречаются. Самокатчики чаще всего попадают в ДТП. Машины забивают. Если разделить все-таки специальность вашу на две части, она называется травматология и ортопедия, если взять часть, которая связана с ортопедией, кто чаще всего к вам обращается по этому поводу? Какой профиль работы ортопеда? В ортопедии чаще всего в поликлинике. Это получается плоскостопие, сколиоз,
нарушение осанки. Вот это мы лечим. А как заподозрить родителям неладное, коль мы говорим о детях сегодня? Ну, визуально получается. Ребенок сутулый становится, да, осанка нарушается, неправильно ходит, да. И ну, ребенок тоже человек, сам тоже говорит свои жалобы, да, если ребенок большой. Ну, жалуется на боли в спине, боли в конечностях, то есть в ногах, в стопах, если плоскостопие, да. Обычно боли появляются после сильных нагрузок. Это получается после физкультуры, да, бег и так далее. Или после занятий, например, в секциях. Борьба, там, волейбол и так далее, футбол. А вот про дисплазию сустава, вот очень часто мы слышим это состояние. Вот при каком течении она развивается, какие первые симптомы и что предпринимать необходимо? Дисплазия, в основном встречается эта дисплазия тазобедренного сустава у детей. Она уже выявляется в раннем детском возрасте, ну, первые месяцы жизни. Ну, вначале это замечает мама, когда поднимает ребенка, да, когда ну, моет, да, смотрит, и там уже имеется уже асимметрия, например, да, одна нога короче, например, да. Или же когда вот поднимает ребенка на руки, чувствует симптом щелчка, ноги хрустят, получается. Ну, в первые месяцы жизни все равно по стандартам осматривает врач-травматолог-ортопед в поликлинике, и он уже визуально выявляет, да, то есть имеется ли укорочение конечностей именно нижних, да, одна нога может быть короче, или же вот пальпаторно, там появляется симптом щелчка. После этого врач направляет ребенка на исследования инструментальные, это самое простое УЗИ. Если по УЗИ подтверждается дисплазия тазобедренного сустава, дополнительное обследование назначается, как это МРТ получается. А более взрослым уже компьютерная томография. А вот в каком возрасте чаще всего это можно заподозрить? Дисплазию тазобедренного сустава? Ну, в самом начале. То есть уже у младенцев, это не разница, буквально и первые месяцы жизни? Да, первые месяцы жизни. Там уже заметно все. Травматолог все смотрит уже, одним взглядом может уже определить данный диагноз. А чем опасно это заболевание? Уровень жизни нарушается у ребенка. То есть ходьба, бег уже нарушается, да? Там сустав у нас уже полностью. Например, вот при дисплазии, получается, вывихивается сустав, да, из суставного ложа. Вот тогда уже, ну, движение уже изгибание, разгибание, ротация, пронация, вот нарушается все. И какое лечение тогда назначается? Ну, в первые месяцы жизни это уже консервативно пытаемся лечить все это. Широкое пеленание. Если это не получается, то фиксация, например, гипсовой повязкой, да, и вытяжение. А уже в более в запущенном форме, да, когда ребенок вырастает, тогда уже оперативное лечение. А что является причиной возникновения этого заболевания? Нарушение обмена веществ, нарушение развития, генетика? Ну, генетическое, скорее всего. Нельзя заподозрить это еще на этапе УЗИ-диагностики? Да, вначале уже можно заподозрить, когда ребенок уже внутриутробно развивается, ну, проверяет по УЗИ, уже выявляется. По поводу плоскостопия. Да, слышим этот диагноз сплошь и рядом, особенно у молодых людей, которые идут служить и проходят призывную комиссию. Вот там всегда вопрос возникает, есть плоскостопие, нет плоскостопия, годен, не годен. Что это за заболевание и чем оно чревато для состояния здоровья человека? Ну, плоскостопие встречается у детей очень часто. Ну, диагноз плоскостопия ставится примерно с возраста 7-8 лет. В основном родители беспокоятся, да, они видят, ну, визуально же видно, что нога плоская у ребенка. Более в маленьком возрасте, это получается с года до 6 лет, диагноза плоскостопия как такового не существует. Имеется диагноз плоско-вальгусная установка обеих стоп. Плоскостопие уже ставится в более, с 7 лет, да, с 8 уже начинаем ставить. Диагностируется она инструментально, это получается у нас рентгенография, да,
с функциональной нагрузкой, и плантография. Ну и визуально можно посмотреть, что у ребенка плоскостопие. В поликлинике часто приходят с таким диагнозом, с плоскостопием. Но она может еще быть комбинированной. То есть и плоскостопие, да, и у ребенка, и плюс еще укорочение какой-нибудь там левой, правой, нижней конечности. Тогда уже назначаются индивидуальные ортопедические стельки, чтобы комбинировать, компенсировать укорочение, да, и плоскостопие. Но, к сожалению, эти стельки индивидуальные, они полностью не лечат плоскостопие. Они как симптоматическая терапия. Ну, чтобы легче было. Да, чтобы легче ходить, нагрузку, чтобы перераспределять. А то, если стельки не носить, да, тогда уже могут быть проблемы с другими суставами, как голеностопные суставы, коленные суставы, тазобедренные суставы, вплоть до осанки, получается. Плохо влияет. Ну и уровень жизни у ребенка нарушается. Это ребенок может долго не ходить, да, на физкультуре показывать плохие результаты, ну и плохие оценки могут быть. А все-таки это консервативное, да, такое симптоматическое лечение в плане ортопедических стелек и так далее. Да. А хирургическое лечение в данном случае бывает? Хирургическое лечение, да, бывает. Если очень-очень сильный болевой синдром, да, и выраженная деформация стоп, тогда уже хирургическое вмешательство. А как вот понять просто родителям в обычных бытовых условиях, что у ребенка есть плоскостопие? Жалобы. Ходит нормально? Жалобы. Жалобы именно на что? Вот что да, боли в стопе после нагрузок. Если там болей нету, то можно, в принципе, обычные стельки, да, ортопедические в аптеках купить, и все. И они уже как профилактическую функцию выполняют. Желательно удобную обувь, ортопедические индивидуальные стельки, ну и массаж никто не отменял. Вот как раз, когда вы отвечали на этот вопрос, вы упомянули вальгус, вальгусная стопа. Многие вот этого термина пугаются. Что это такое? Вальгусная остановка стоп, это получается, есть почти у каждого ребенка, получается, с года до 5 лет примерно, да? Это физиологическое состояние. Она иногда у некоторых детей она полностью проходит, да, а у некоторых детей она остается или наоборот ухудшается. Тогда уже на помощь идут все эти стельки, да, ортопедическая обувь, массаж, ЛФК, ну и так далее. Если деформация слишком большая, то уже операция. На глазок определить можно, что есть эта проблема, или все-таки нужна консультация ортопеда? Консультация ортопеда. Так вот родитель обычный не сможет увидеть, что есть какой-то... А родитель может заметить по обуви ребенка. То есть одна сторона вываливается вот так, например, да? Ну, например, обувь. Вон так, например, если ходит, она вот, короче, одна сторона натоптанная, да, а другая сторона вот такая. Тогда уже можно узнать, что у ребенка плосковальгусная установка или же плоскостопие. То есть ребенок неправильно наступает, из-за этого обувь портится. Вот так можно определить, и получается визуально. Нога получается вот так, внутрь пошла. Вот это можно сразу увидеть и сразу обратиться к травматологу, ортопеду на место жительства поликлиники или же у нас в медцентре. А если у взрослых уже так стаптывается? Ну, это, что уже тут делать? Ну, стельки, супинаторы. Помогают? Помогают, Даже во взрослом состоянии? Даже во взрослом состоянии. Но это не панацея, так не лечится. Это как симптоматическая терапия только. Ну и экономия на обуви. Ну вот в самом начале я говорил о том, что коллеги рекомендуют ходить босиком детям дома до 3 лет. Насколько это эффективно? Ну, это хорошая практика, да, но злоупотреблять тоже не надо. Потому что, когда ходишь босиком, там, конечно, развиваются мышцы, да, стабилизаторы нижних конечностей, мышц нижних конечностей, но слишком много тоже не надо ходить, а то есть риск травматизации. То есть ребенок может наступить на игрушку, да, на какой-нибудь предмет и травмироваться. А как вы относитесь вот к коврикам? Вот есть такие, которые как пазл складываются, там
разные их наполнения есть, такие с бугорками, с иголочками, и их очень много вот как раз в комнатах матери ребенка, сами покупают. Насколько они помогают стопе развиваться? Они помогают, да, расслабляться мышцам после тяжелого дня, можно сказать, да, детям с плоскостопием. Там мышцы расслабляются, поэтому легче становится ребенку. А вот сколько надо проводить вот этих сеансов этой терапии? Сколько можно бегать этому ребенку? Не усугубит ли это его состояние? Ну, вначале надо проконсультироваться с врачом-травматологом-ортопедом, посмотреть степень выраженности деформации, да, а потом уже действовать, лечиться. У всех по-разному. Вот всегда ли обращение маленьких пациентов с серьезными травмами или жалобами заканчивается хирургическим вмешательством? Ну, это зависит от характера травмы, да. Если, например, классификация у нас, получается, есть переломов, да, открытая и закрытая, да. Открытый перелом всегда лечится, получается, желательно оперативным путем, если кость торчит наружу, да. А если закрытая, да, то уже там уже 50/50. Можно сделать закрытую репозицию под местной анестезией, уколы ставят же стоматологи, типа такого. Укол поставил, вправил, и тогда уже операция не нужна будет. А если там перелом сложный, да, что репозиция и так далее не помогает, гипсовая иммобилизация тоже не помогает, тогда уже приступаем к оперативному методу лечения. У нас в медцентре в основном пытаемся лечить детей малоинвазивными методами лечения. Это получается закрытая репозиция и остеосинтез спицами или же тенами, это стержнями титановыми. Там маленький разрез, и туда заходит стержень и уже держит изнутри кости. А вот что касается опыта в специальности, всегда ли хороший врач — это опытный врач, или есть молодые, но талантливые специалисты? В данном случае у нас, скорее всего, опыт лучше будет, потому что мы работаем руками. А без практики то есть молодой специалист все равно не сможет сразу научиться. Вот сколько у вас стаж работы? Ой, я устроился работать в 2023 году. 2 года. 2 года, ага. Скажем так. Вот за эти 2 года, во-первых, почему выбрали эту специальность? Потому что интересная. Именно детская травматология? Ну да. Или был выбор пойти во взрослую, но... Почему был, детей, например, впал? Были какие-то ситуации в жизни, или, может быть, с детьми чуть попроще, чем со взрослыми? С детьми, если честно, попроще. У каждого индивидуальный подход, да? Кого-то можно чуть-чуть наругать, тогда он начинает тебя слушаться, да? Кого-то похвалить, да? Или кого-то, что-нибудь сказать, тогда он уже тебе уже начинает доверять полностью. Вот за эти 2 года какой самый сложный, наверное, был операция какая-то или пациент сложный? Сложная операция — это, скорее всего, открытый перелом открытый перелом нижней трети обеих костей правой голени после мототравмы. Сколько лет было ребенку? 17. На самокате, не самокате, на мопеде. Столкнулись с машиной и долго оперировали. Часов, наверное, 4 или 3. Всю ночь стояли, оперировали. Результат был хороший на завтрашний день. И ребенок выписался уже на своих 2 ногах, на костылях. Сколько? 3, да, получается. 2 костыля, 1 нога. А сколько ему лежал? Где-то месяц, потому что мы лечили антибиотиками, чтобы стимулировать воспаление, чтобы снять, чтобы не было этих осложнений, где-то примерно месяц лежал. А вот все-таки травм у кого больше? У подростка, вот кто там старше 12 лет, или у детей младшего возраста? Вот так вот. Скорее всего, подростков. Где-то с 10 лет уже начинается. Велосипедисты, да, самокатчики, когда вот катаются, да, на коньках, на лыжах. В основном это уже дети взрослые, с 10 лет начинают. А вот летом уже у всех по-разному.
кто-то какой-нибудь родитель разрешает уже 7 лет кататься, да, на самокатах, кто-то разрешает с 10, ну, по-разному бывает. Но травмы тоже разные бывают. Например, травмы есть, ну, когда перелом, например, ушибы, растяжения и так далее. А есть травмы, связанные с воздействием температурного фактора. Холодовые травмы и ожоги. Вот эти пациенты, они тоже к вам отправляются или все-таки они приезжают в республиканскую больницу номер 2? И там оказывается помощь? Да, в республиканской больнице номер 2. То есть в ожоговый центр? Да, в ожоговый центр. И дети, и взрослые туда поступают? И там занимаются ими уже комбустиологи? Да. Вот если посмотреть на изменения в профессии, ну, с учетом того, что если в 23-м году пришли, в 10-х годах поступили в мединститут, могли наблюдать развитие травматологии. Ну и наверняка более опытные врачи говорили о том, как меняется в целом это направление медицины. Вот что можно смело сказать, что за 20 лет у нас вот это поменялось? Ну, получается, оперативное вмешательство поменялось, да. Ну, вначале оперировали открыто, ставили пластины, да. Сейчас уже малоинвазивные методы лечения используем, то есть стержневые аппараты, интермедулярные тены, спицы, ну, чтобы разреза было мало, да. И внедряем еще вот, ну, артроскопические операции, да, и лучше стало по диагностике. Это компьютерная томография, МРТ, остеосинтеграфия. Вот это у нас все есть, поэтому легче стало работать, говорят. А вот есть операции, которые проводятся под прямым рентгенсопровождением? Да, у нас всегда под электронно-оптическим преобразователем всегда оперируем. Получается, мы на репозицию делаем, да, кости, например, предплечья, да, у нас уже там все уже видно, уже в реальном времени. Всё видим, как стоит, и уже оперируем. Ставим спицы или тены. И процесс реабилитации насколько ускорился за последние вот 10-15 лет? Ну, в лучшую сторону. Раньше сколько лежали люди с травмой? Раньше скелетное вытяжение было. В советское время скелетное вытяжение. Там уже больше месяца лежишь. А сейчас уже где-то, ну, например, перелом костей голени, да? Ребенок, например, получил травму, например, вчера, да? Прооперировался вчера и уже выписывается где-то на 4-е, 5-е сутки после операции. Койкооборот увеличился, ускорился, то есть. А в старые времена, ну, скелетное вытяжение, там 30 дней надо лежать, чтобы кость полностью срослась. Я почему этот вопрос гости задаю? Потому что вот многие говорят, вот, там, я когда лежал, мы лежали там месяц, да, а сейчас только выписывают, там 2 недели полежал, уже пнули. Но на самом деле не пнули, просто поменялись технологии, они стали совершенно другие, более современные, да и сами операции уже проходят не в том режиме, в котором было 10-15 лет назад. Поэтому информация, она меняется, каждую минуту что-то в медицине внедряется новое, ну и, соответственно, и подходы в лечении сказываются на сроках госпитализации, сроках нахождения непосредственно в стационаре, да и сроки самой проведения операции. Вот в травматологии это не исключение. Вот мы постоянно рассказываем о заболеваниях и не можем не затронуть тему профилактики. Вот возможно ли у нас каким-то образом проводить профилактику заболеваний опорно-двигательной системы? Да, возможно. Каким образом? Ну, получается, в сезон гололеда, да, например, надо носить удобную обувь с шипами, да, или же с протекторами, чтобы не скользило, да. Разговор родителей с ребенком, чтобы резких движений не было, чтобы дети особо не бегали на улице, да. Правила дорожного движения, чтобы ребенок знал, да, куда, как можно ходить, да. Ну и вроде все по гололеду. Ну вот это есть травмы именно, да? А вот по части ортопедической помощи, какая профилактическая помощь необходима? Так, в основном это у нас нарушение осанки. Гигиена осанки должна быть. Вот как правильно сидеть? Как правильно? Вот так.
А это возможно вообще? Вот я, допустим, так не смогу долго посидеть. Тем более здесь такие стулья не совсем удобны. Ну да. Ну, Вот как быть? Ну, Потому что спина сразу начинает уставать, если вот так вот прям. разминки делать. Мгм. Долго не сидеть, побольше ходить, заниматься спортом. И все. А вот это вот постоянно, когда Ага, в телефонах ага. дети сидят, Ага. вот тут вот Да, да, да. кривошеи не возникает? Ну да. Горба потом Да, 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 последующая. да, да. Телефон, да, очень большую роль играет на самом деле. Поэтому надо ограничивать использование гаджетов детям. Больше прогулок на свежем воздухе. Можно записать детей на секции, да, танцы, ну, бег, плавание, да. Ну, плавание очень хорошо помогает развиваться мышцам, поэтому лучше туда идти детям. Ну, вот у нас как раз проблемы есть и с компрессионными переломами позвоночника, о которых вы сказали, да? Вот насколько плавание эффективно вот при этих видах травм? И, кстати, вопрос реабилитации после компрессионного перелома, потому что сколько занимает месяцев? Это достаточно серьезная травма. Да, травма считается тяжелой степенью тяжести травма, да. Ну, когда вот поступает ребенок, да, в травматологическое отделение, он у нас лежит примерно 10 дней. Это если компрессионный перелом первой степени. Она по степеням делится. Если второй степени, 20 дней. Если третий, то больше 30, ну и оперативное лечение. Ну, будем разбирать именно первую степень тяжести, ну, степень, да. Ребенок лежит у нас примерно 10-11 дней, выписывается с отделения уже с корсетом, гипсовым корсетом. Этот корсет ребенок носит 3 месяца. Ага. Не снимая? Не снимает, ага. Получается, дальше дома тоже назначается постельный режим, еще 10 дней, уже 20 дней, да, прошло. А потом уже после 20-го дня уже начинает потихоньку уже активизироваться. 20 минут ходьбы на улице, на свежем воздухе или же дома. Потом уже каждый день на 21-й, 22-й потихоньку, по минуточке уже добавляется нагрузка. Ага. И после снятия корсета, да, 3 месяца, обязательно назначается лечебная физкультура. В реабилитационном центре можно записать ребенка, или же к массажисту по месту жительства в поликлинике, или же отправить ребенка на плавание. Потому что плавание очень хорошо укрепляет мышцы именно. Все мышцы нижних конечностей, верхних конечностей, мышцы спины, грудные мышцы очень хорошо развивает плавание мышцы. Поэтому можно после именно таких тяжелых травм отправлять ребенка на плавание. И если это не лечить, да, именно вот массаж и так далее, реабилитацию не проводить, то у ребенка могут быть нарушения со стороны осанки, то есть сколиоз уже может появиться из-за атрофии мышц спины. Не могу не затронуть тему детского церебрального паралича. Насколько эта тема связана с ортопедией и какую помощь оказывают врачи-травматологи? Так, ну, именно у нас, да, в медцентре мы таких детей оперируем. Это как пластика сухожилия, да, ахиллового сухожилия, удлинение сухожилия. У них обычно из-за таких спазмов, да, например, конечность держится в одном положении, из-за этого появляется такая патология, как короткое сухожилие, да, короткое ахилловое сухожилие. Дети начинают ходить на цыпочках, вот это уже мы исправляем, там, удлиняем ахилловое сухожилие. Тогда уже ребенок начинает ходить уже полноценно. И контрактуры исправляем. В основном ДЦП курируют уже в поликлиниках ортопеда. То есть массаж, ношение ортопедической обуви, и физиолечение. А вот по поводу инновационных методик, да, вот вы сказали, что гипсовый корсет делают при переломе позвоночника, а вот сейчас современные там лангеты из полиуретана и так далее, вот насколько они сейчас применимы, чтобы вот не таскать вот эту вот тяжелую ношу гипсового конечно, корсета. полиуретан лучше, чем гипс. Она не крошится, да, во-первых, она не ломается, да. Гипсовый корсет может, крошиться, ребенок из-за этого может чувствовать дискомфорт, да.
или же сломаться гипс. Поэтому мы ставим полиуретановый гипс в отделениях. Плюсы этого гипса, он легкий, вес легкий, да? Ага. Не крошится, и можно хотя бы отмыться, да, ребенку. Или же можно использовать съемные гипсы. То есть съемные корсеты, это уже продаются именно вот в частных организациях, а не у нас. А при переломах вот какие-то легкие конструкции, сетки, например, какие-то применяются? Мы знаем насчет этого, но пока нет. У нас пока нет. Ага. Все впереди, я уверен. Все впереди. А вот что касается босоногой обуви, вот насколько она необходима человеку и в целом как правильно подбирать обувь? Босоногая обувь подойдет именно на пляж, если сходить, да, по песку ходить, по травке, да. А если в постоянной основе, да, тогда уже нет, не подходит. Наоборот, хуже может сделать. А вот как правильно выбирать? Что должно в ней быть основное? Основное — это, получается, удобство. И ширина, и длина ноги должна соответствовать стопе, чтобы она должна лежать, чтобы она должна быть удобной, чтобы она... Может, там супинатор надо, или там высокий этот плотный... Каблук, да? Задник, да? Да, вот этот. Насколько она должна быть, там, болтаться, не болтаться? Она должна быть идеальной, идеально сидеть на ноге. А то обычно вот родители покупают на рост, да? Что ребенок может вырасти, так делать нельзя. Нога должна лежать в стопе идеально, и в обуви идеально. Тогда уже нормально. А вот то, что задник плотный должен быть и высокий, многие тоже об этом говорят. Не обязательно. Всем ли такая обувь нужна? Или нужен индивидуальный подбор? Индивидуальный. В данном случае вот ортопеды в поликлиниках оказывают ли консультативную какую-то помощь по выбору обуви для... Да, проводят. И как часто нужно обращаться к ортопеду в поликлинику? Если есть жалоба, то можно сразу обратиться. А вот если жалоб нет, надо наблюдать за ростом, за развитием ребенка. Медосмотры делают плановые, получается. В школу ходят ортопеды, все проверяют, поэтому все нормально. То есть раз в год этого было бы достаточно? Да. Вот если взять костно-мышечную систему, то до какого возраста она формируется у ребенка? У ребенка где-то... Чтобы избежать, я имею в виду, патологии. Патологии. Вот где ее надо выловить, в каком промежутке времени? В подростковом периоде это с 12 по 16 лет. А вот когда младенец, младший школьный возраст, дошкольники? Да. И в детском... Вот если разбить, может быть, по проблемам, когда какая проблема может возникнуть, на что надо родителям обращать внимание? С года до 5 лет это вальгусная установка обеих стоп. Вот за этим надо наблюдать. Там уже подбирать удобную обувь, чтобы с высоким задником и так далее, да? А уже где-то с 8 до 16 лет или 15 лет уже следить за осанкой. И плоскостопие надо лечить. Хорошо, спасибо большое. Я хочу напомнить, что у нас в студии сегодня был Архип Петрович Черкашин, врач-травматолог, ортопед педиатрического центра Республиканской больницы номер 1 Национального центра медицины имени Михаила Ефимовича Николаева. Я благодарю вас за интересную познавательную беседу. Пусть все ваши маленькие пациенты выздоравливают. Понятно, что хочется всем пожелать, чтобы никто не попадал в неприятности и не получал травмы. В данном случае надо беречь себя. В первую очередь, не допускать катания на самокатах, на этих электронных, особенно летом, приводит постоянно к различным ДТП, переломы рук и прочие вещи очень неприятные. И просто-напросто лето превратится не в радость от того, что каникулы, а будет пребывание на больничной койке. На этом выпуск программы подошел к концу. С вами был Иван Луцкан. Не прощаемся. Программа «Якутия в деталях». Мой доктор. Смотрите нас по будням в 19:15. Мы рассказываем о том, чем живет здравоохранение Республики Саха-Якутия. Обо всем только в деталях. Будьте здоровы, не болейте. До свидания.